Новенькие кареты отвечают всем необходимым медицинским требованиям. Современные, новые и быстрые. Автопарк ингушских медучреждений пополнился. 22 автомобиля скорой помощи повысят оперативность. Шесть человек, в том числе и двое детей, отравились угарным газом. Утечка произошла в одной из квартир в Барсуке. В чем причина инцидента? В декабре состоится официальное открытие 20 километров из 26. 3 развязки и 4 полосы движения. Продолжается реконструкция участка федеральной трассы «Кавказ». Я думал, ничего серьезного нет, а сам сейчас заболел этой болезнью и сейчас в таком положении лежу в больнице. 81 новый случай заболевания за сутки. Вирус не щадит и детей. В каком состоянии пациенты ДРКБ? Покажем репортаж из красной зоны. Проделана работа качественно. Я остался доволен работой подрядчика. Улучшение качества жизни горожан. В Сунже благоустраивают общественные территории. Нацпроект «Городская среда» в действии. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. Скорая приедет еще быстрее. Автопарк ингушских медучреждений пополнился новым транспортом. В регион поступили 22 автомобиля скорой помощи. Церемония вручения ключей состоялась на территории республиканской станции скорой медицинской помощи в Икажеве. Новые кареты оснащены современным оборудованием, среди них и 10 реанимобилей. О функциональных возможностях расскажет Зелимхан Калуев. Теперь оказывать необходимую помощь пациентам медикам станет гораздо легче. Новенькие кареты отвечают всем необходимым медицинским требованиям. В реанимобилях есть все, в том числе и дефибриллятор. Прибор для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма. Все мы видели в голливудских фильмах, как медики, чтобы оживить человека с остановившимся сердцем, крикнув «Мы теряем его», прижимают к груди дефибриллятор. В реальности эта ситуация не всегда может закончиться хорошо, но без таких приборов в современных каретах скорой просто не обойтись. Спасать жизни, не теряя драгоценные минуты. Автопарк Минздрава пополнился 10 такими же реанимобилями класса С и 12 автомобилями скорой медпомощи класса Б. Саля Акталиев таким переменам не нарадуется, поэтому не удержался и сразу сел за руль, чтобы протестировать новую карету. Работники скорой помощи всегда на передовой. Они первыми приходят на подмогу больным. Поздравить и вручить ключи от новеньких авто приехал первый вице-премьер правительства. Михаил Илезов зачитал приветственный адрес главы Ингушетии. По мнению Махмуда Али Калиматова, руководство просто обязано следить за тем, чтобы служба скорой помощи ни в чем не нуждалась. Особенно это важно сегодня, когда мы противостоим пандемии. А пополнение автопарков скорых позволит поднять оказание экстренной медпомощи на новую ступень. Желаю вам крепкого здоровья и энергии, удачи и новых достижений. А далее самый торжественный момент – вручения ключей. Все эти автомобили распределили по станциям скорой помощи Наздрани, Малгобека, Сунжинского, Джайрасского районов и медицины катастроф. Из-за пандемии число обращений в скорую выросло почти в 2 раза. Новые машины позволят вовремя приходить на помощь как больным коронавирусом, так и другим пациентам. До 50, до 60 вызовов в сутки, когда в предыдущие времена у нас было 30-35 вызовов. Ну, в 2 раза увеличилась нагрузка на отделение скорой помощи, и мы очень благодарны всем. И своему руководству, и руководству республики за помощь, которую нам оказали, за то, что мы получили все-таки транспорт. Это будет для нас большим подспорьем. Тем временем звонки на пульт диспетчера не прекращаются. Алло, Наздрановская скорая помощь. Да, слушаю. Что у вас случилось? Давление?
Вызов принят. Бригада скорой теперь уже на новом транспорте выезжает к больному с давлением. Это не просто кареты скорой, а целая система оказания неотложки на колесах. В ней созданы все самые лучшие условия, чтобы медики качественно, а главное оперативно смогли помочь пациенту. Зара Дзариева работает в неотложке более 20 лет и теперь с облегчением вспоминает те нелегкие годы. И раньше на УАЗиках мы ездили, было не очень-то комфортно, и без отопления, без ничего, ни дорог. А сейчас все условия есть для работы нормальные. Термоодеяло, современные носилки, спинальный щит, также кондиционирование воздуха, оптимальная температура для пациента, освещение и отопление. Автомобили оснащены по последнему слову техники. К больному на всех скоростях. Комфорт и только, говорит водитель скорой Хамзат Аздоев. Ведь теперь не нужно думать о замене деталей и поломках. Самое главное, нах уступать, другое может уступать. Видишь, вас цехан уступает, вообще ничего. Бомбы оттуда. За последние 3 года из резервного фонда правительства России регион получил свыше 80 автомобилей скорой медицинской помощи, не считая еще 22, которые медики получили сегодня. Для нас это очень значимое событие, потому что наш автопарк пополняется такими комфортабельными машинами, как Форды класса С и 12 машин это класса Б. Конечно, безусловно, это для нас большая, огромная помощь. Во-первых, это продвигаться к больному будет быстрее, удобнее больного транспортировать. Кареты скоро отправятся на свои станции, где их наверняка уже ждут новые вызовы. Селимхан Кылоев, Магомед Белакиев, Новости 24. 6 человек, в том числе и 2 детей, отравились угарным газом. ЧП произошло накануне в одной из квартир в селении Барсуки. К счастью, обошлось без жертв. Пострадавшие, кроме детей, уже выписаны из больницы. А ответственные службы проводят комплексную проверку. Обстоятельства и причины случившегося в репортаже нашего корреспондента. Марем и ее дочь Газдеевы только из больницы. 2 детей, как и еще 3 родственников после отравления угарным газом. Все еще остаются под наблюдением врачей. Верят с трудом, что пережили эту ночь. 7 человек в итоге оказались на больничной койке. Накануне вечером к Марем Газдеевой приехали гости с ночевкой. Не могла отличить реальность от сна, говорит Марем. Ее разбудил шум. Как оказалось, упала в обморок дочь. Марем попыталась помочь остальным, не растерялась. Из последних сил открыла окна и двери, вызвала скорую. 7 числа в приемное отделение 4:10 по скорой поступили пациенты. Семья, мама и 4 дочки с подозрением на отравление угарным газом. У нас в приемном отделении была оказана первая медицинская помощь. По жалобам пациенты предъявляли жалобы на общую слабость, головные боли, головокружение, тошноту. После оказания медицинской помощи пациенты отказались от дальнейшей госпитализации и ушли домой. Отказ мы оформили и, естественно, сообщили в соответствующие органы. Взрослые быстро пришли в себя, а вот дети 7 лет и года намного позже. Жители сельского поселения Барсуки, они госпитализированы в состоянии средней тяжести, госпитализированы к нам в педиатрическое соматическое отделение. Сейчас у них состояние стабильное, ближе к удовлетворительному. Когда они поступили, у нас по состоянию мы сразу видим, что повышены уровни карбоксигемоглобина. Это говорит о том, что действительно ребенок отравился угарным газом. И у обоих детей была гипогликемия, то есть сниженный уровень глюкозы крови.
Чтобы разобраться в причине утечки газа, на место выехали сотрудники МВД, МЧС и газовой службы. Картину случившегося восстановили быстро. Причина отравления угарного газа послужила то, что на газовом котле находится гофрированная труба. Она не предназначена для котлов. Она отошла и не была закреплена хомутами. Вот эта гофрированная труба, она предназначена для вытяжки, но не для котлов, потому что она имеет специфику прогорать, она может деформироваться. Там труба должна быть жесткая, установленная, сделанная из стали, но только не с алюминия. Поэтому она отошла, и получился угарный газ. Вышел в комнату, и люди отравились угарным газом. Чтобы предотвратить подобные случаи, газовики ежегодно проверяют своих абонентов на правильное подключение и техническую исправность газового оборудования. Вот только жители трехэтажного дома не являются их абонентами. Этот дом построен еще года 6-7 назад. Лет 5, наверное, как жильцы вселились сюда. Дом первоначально был планирован как учительский дом, 8-квартирный. Потом подрядчики от себя еще понастроили. И вот у нас получится вот такой дом, 18-квартирный. Ну, тут у них этажи есть, все такое. Но дом, по сути, еще не оформлен, но он находится на стадии оформления. По словам главы администрации, дом сдадут в эксплуатацию только через 3 месяца. Вот только жильцы переехали сюда еще 5 лет назад. А многие хозяева сами установили вытяжки, проведя трубы без учета всех мер безопасности. Объясняют, централизованная вытяжная система не справляется со своей задачей. По этому случаю работает следственная группа. А газовики предупреждают о своевременном обслуживании газового оборудования. Котлы индивидуального отопления надо осматривать ежегодно. Поэтому служба ВДГО есть, надо обращаться, приводить специалистов, и чтобы обслуживали. Если специалист пришел, он бы в любом случае сказал бы, написал бы предписание, довел бы для абонента, что труба не предназначена для дымохода, и я думаю, таких случаев не было. Это хорошо, что люди обошлись легким отравлением. Большинство жителей, конечно же, предусмотрительно не надеются только на открытые горелки и обогреватели. Но дома, которые всю зиму обогревает так называемая печка-буржуйка, тоже не редкость. И если Газдеевым, можно сказать, даже повезло, отделались испугом, то не все могут надеяться на такую удачу. Хава Газикова, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24. 8 ДТП, 2 погибших и 11 пострадавших. Таковы цифры статистики за минувшую неделю. Печально, но факт. Аварии на дорогах региона происходят чуть ли не каждый день. С наступлением холодов водителям стоит быть крайне внимательными. К основным причинам ДТП, превышение скорости и выезд на встречную полосу, добавился еще и гололед на дорогах. Почему не стоит спешить, напомнит Микаил Тангиев. Первый рабочий день новой недели явно преподнес неприятный сюрприз автолюбителям, которые до сих пор не поменяли резину. Мороз и дождь со снегом накануне ночью ожидаемо встретили утром гололеда на дорогах. В свою очередь, коммунальные службы отработали как надо, посыпали дорогу песчано-соляной смесью. Башир Сычуев 3 года трудится в дорожной сфере и знает, как встретить капризы погоды во всеоружии. Движение чего холишь? Обычно мы движение ходится, ирен да был хайнах цохан чё халу ходхон бодгаш водительский халу ход сехал бежб. А да хочет. Участок ёхкиха ходитиш. Да докдотхом да сеха штахту барбар да дох. Да нормально участок. Ну да утро лил деш ходха масна доха в основном. Внезапные морозы дорожников врасплох не застали. Они заранее подготовили технику для борьбы с последствиями непогоды. Песчано-соляная смесь в наличии. Буквально за несколько часов все дороги регионального и муниципального значения тщательно обработали реагентом. Все районы, все участки обеспечены песчано-солевой смесью. Дежурные смены, дорожная техника. Песок уже давно используется как противогололедный реагент. Доступность позволяет использовать его в неограниченном количестве. Дороги зимой посыпают либо только песком, или же добавляют к нему техническую соль. Ее нельзя применять в чистом виде, так как она плохо влияет на экологию, обувь и резину автомобиля. Своевременная посыпка дорог – это прежде всего мера для безопасности водителей и пассажиров. Но там, где одни хвалят работу коммунальных служб, другие сетуют на некачественную смесь. Через сетку пропускать, где хоть коротко да бяха, а чьи-то кечи есть, так есть сетки, как попало карьера юаш, а чьи-то
подсыпки خوش بوق دعوة أسوأ جمعتي خذ ناقش ديك توادات خوش بوق عجب يرتع ديك عش А мышцы подсыпкаш качественные? ده ونر يوق ماشي نشار قلت جواتش لوجي جواتش خذ ديك بوق بوسارم على مطل. В утренний час пик все спешат на работу, но разгоняться, особенно в такую погоду, чревато последствиями, напоминают в региональном ГИБДД. Автолюбители просят быть особенно бдительными и соблюдать правила дорожного движения, избегать быстрого торможения и резких маневров на поворотах. Хотелось бы, чтобы наши водители соблюдали скоростной режим. Ввиду погодных условий также чувствовали погоду и более были внимательны к дорожному процессу, переобули свои транспортное средство на зимние колеса и соблюдали обязательно дистанцию. При соблюдении дистанции, если ваше транспортное средство оборудовано, уже готово к зиме, то при резком торможении у вас есть вероятность того, что вы не совершите ДТП и не покалечите чужие жизни. За минувшую неделю на дорогах республики в 8 авариях погибло 2 человека и 11 получили травмы. Опираясь на статистику, сотрудники ГИБДД опасаются, что последствия зимы в виде гололеда, снегопада и плохой видимости могут привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Михаил Тангиев, Майрбек Межоев, Новости 24. С 12 по 13 декабря легенды российского хоккея и футбола проведут мастер-классы для ингушских спортсменов. Среди гостей олимпийские чемпионы по хоккею, заслуженные мастера спорта, чемпионы СССР, Европы и мира по футболу. Ребятам, решившим посвятить себя профессиональному хоккею и футболу, представится шанс набраться опыта у ведущих звезд спорта и чемпионов. 12 декабря в специализированной школе хоккея «Эрзи» в Назране титулованные спортсмены проведут первые занятия для воспитанников Республиканского хоккейного центра. Ну а после в Магасе пройдет товарищеский матч между ночной хоккейной лигой Ингушетии и спортивным клубом «Забей» из Москвы. В планах также подписать соглашение между Центром подготовки юношеских сборных России по хоккею имени Тихонова и Минспортом Республики об оказании поддержки в развитии хоккея в Ингушетии. Второй день проведения мероприятия посвятят футболу. 13 декабря на стадионе имени Дьякова в Сунже пройдут мастер-классы и товарищеский матч с участием знаменитых игроков советской и российской сборных и ветеранов ингушского футбола. Мероприятие проводится в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. По рекомендации Роспотребнадзора мастер-классы и матчи пройдут без зрителей. Завершается реконструкция 26-километрового участка федеральной трассы «Кавказ». 3 развязки позволят разделить транзитные и внутренние транспортные потоки. Дорожную артерию расширили до 4 полос. С таким переменам больше всего рады водители. Скоро привычные пробки будут забыты, а риск попадания в ДТП снизится до минимума. Сейчас силы дорожников сосредоточены в районе Кажевского круга. Слово Диане Дударовой. Реконструкция ФАТ «Кавказ» уже на финишной прямой. Сейчас на автодороге ведутся работы по завершению и вводу в эксплуатацию. Рабочие подводят последние штрихи. И уже в декабре состоится официальное открытие 20 километров из 26. Рабочие группы задействованы на каждом из участков. Так, на 95-м, 102-м в районе Барсуки завершается укладка полотна и разворотной петли. Также построен мост над Сунжинским участком, а на месте старого монтируют новое. Это позволило расширить дорогу еще на 2 полосы. Следом установят барьерное ограждение. Таким образом, в сторону Грозного будет отдельное движение. Продолжаются также работы по отделке шумозащитных экранов на 55-м, 60-м пикетах в районе Икажевского круга. Они состоят из шумопоглощающих и шумоотражающих секций, предусмотрены для того, чтобы проживающие рядом жители могли чувствовать себя максимально комфортно. Всего на реконструируемой дороге задействовано около 300 рабочих. Остались работы по отделке. Там у нас небольшие участки, где необходимо установить барьерное ограждение. Тем временем дорожники трудятся и на Карбулакской развязке. Здесь устраивают 3-ю опору свайного поля, который станет основанием моста. Но и это не все. На пролетном строении 1-2 идет устройство деформационного шва. Установлены балки шва, идет армирование продольного шва, после чего будет установлена опалубка и произведена укладка бетонной смеси. В прошлом и длинные заторы на Магасском круге. Строительство съезда с федеральной трассы в столицу завершилось. Осталось придать эстетический вид путепроводу, провести облицовку стен декоративными панелями. Каркасы уже установлены. Сейчас мы завершаем устройство покрытия. Мы сейчас закрываем оставшиеся места там, где у нас прошли линии коммуникаций.
под освещение и там систему видеонаблюдения. Вот. Также производится установка прикромочных лотков и, для обеспечения водоотвода с проезжей части. Движение Магаз-Назрань проходит под мостом через круговое движение. Оно было здесь и раньше. А вот двухуровневая развязка поначалу немного путала автолюбителей. Соответственно, образовывались пробки. С момента ввода в эксплуатацию моста и возобновления направления Магаз-Назрань движение контролируют инспекторы ГИБДД. Чтобы водители не заезжали в встречное направление под кирпич знак. Сейчас тут немножко запутанная ситуация, потому что идет ремонт дороги, реконструкция моста. Выезд на Икажево закрыт, поэтому водители путаются и заезжают в встречное направление. Реконструкцией на круге довольны и водители. Признаются, что новые изменения на ФАТ «Кавказ» значительно облегчили движение. Сейчас развилка появилась, очень удобно и хорошо получилось. А тяжело было привыкнуть? Не, как тяжело. Здесь ничего такого нету, по правилам поедешь, можно разобраться быстро. Круговое движение на одноуровневой развязке, узкая дорога, постоянные заторы. Скоро эти проблемы останутся в прошлом. Преображаться федеральная трасса начала с конца 2018 года. За это время, как видно, проделан огромный фронт работ. Решение было принято правильно, потому что мы сейчас работаем, грузопоток увеличился с начала стройки. Люди видят, что по этой дороге можно ездить. И поэтому грузопоток увеличивается в разных направлениях. А данное строительство даст местному населению безопасное передвижение по автомагистрали. Качество проделанной работы соответствует всем нормативным требованиям, заявляют дорожники. Но не обходится и без препятствий на их пути. Самым тяжелым участком с начала реконструкции стал второй пусковой комплекс из-за плотной жилой застройки. Земельные вопросы с местными жителями все еще не закрыты, что до сих пор не позволяет отреконструировать оставшиеся 6 километров федеральной трассы. Диана Дударова, Магомед Белакиев. Новости 24. 81 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Ингушетии за сутки. По данным Оперштаба, общее число заболевших за весь период – 10 048. Выздоровели 8 552. Зафиксирована еще одна смерть от ковида. В этом списке теперь 118 человек. Коронавирус не щадит никого. Среди больных как взрослые, так и дети. 23 пациента проходят лечение в детской республиканской клинической больнице. У 9 из них диагноз подтвержден. Из красной зоны репортаж Даны Плиевой. 13-летняя Изабелла Терлоева с тяжелой формой заболевания в ДРКБ поступила 5 дней назад. Рядом мама. Индира Терлоева рассказывает, в семье вирусом переболели почти все. В основном в легкой форме. Но состояние Изабеллы оказалось намного хуже. Резкий подскок сахара. 35 было у нас в начале, потом стали понижаться, карусели. Подниматься, понижаться. Потом температура была до 37,5. И слабость была, тошнота была, такая рвота была. В группе риска люди с хроническими заболеваниями. Именно сахарный диабет и вызвал тяжелую форму ковида у девочки. До сих пор она у нас находилась на интенсивных койках. Сейчас на данный момент уже наблюдается положительная динамика. И мы наблюдали девочку совместно с эндокринологом. Сейчас дальше планируем уже долечивать девочку в профильном отделении. Положительная динамика и у Усмана Зангиева. 17-летний пациент поступил сюда с такими же симптомами, как и Изабелла. Одышка, повышенное давление, боль в мышцах. От кого мог заразиться, пациент не знает. В его окружении нет тех, кто сдавал тесты на ковид. Да и в опасный вирус до этого дня он не сильно верил. Тишится, отдаться. Я думал, ничего серьезного нет. А сам сейчас заболел этой болезнью и сейчас в таком положении лежу в больнице. Да, свое мнение я конкретно поменял и посоветую всем лучше остерегаться этого. На сегодняшний день в отделении инфекционной больницы 23 пациента, 9 детей с подтвержденным диагнозом со средней и тяжелой формой. Остальные еще обследуются. Как отмечают врачи, в последнее время поступает больше детей с осложнениями. Вторая волна нам показала, что детки болеют не только в легкой форме, но также и проявляются тяжелые формы, такие как мультисистемный воспалительный синдром. В
В большинстве случаев осложнения у деток идут на сердечно-сосудистую систему. Хотелось бы обратиться к родителям нашим, чтобы они были более бдительными, чтобы обращались вовремя при первых проявлениях вирусной инфекции. Повышенная температура, слабость в теле, потеря обоняния – это лишь некоторые симптомы COVID-19. Но чаще всего сюда поступают дети с признаками дыхательной недостаточности. В кислороде при поступлении остро нуждалась и 2-летняя Хадижа. Впрочем, как и большинство маленьких пациентов. Аппаратами ЭВЛ здесь оборудована каждая палата. Все 20 коек обеспечены подачей кислорода. Мы можем подключить ребенка и проводить оксигенотерапию, подачу увлажненного кислорода. На территории нашей больницы есть самостоятельная кислородная станция. Поэтому кислород у нас в достаточном количестве вырабатывается на этой станции и централизованно разводится по отделениям. С каждым днем вторая волна накрывает все больше людей. По последним данным, число заразившихся в стране порядка 2,5 миллионов. Лекарства от вируса пока нет. А снизить распространение инфекции помогут обычные меры профилактики, которыми врачи просят не пренебрегать. Это соблюдение масочного режима, особенно в помещениях, где скопление людей, именно в медицинских учреждениях, в образовательных школах, в садах, в общем, где имеется скопление людей. Также необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Необходимо тщательное мытье рук. Впрочем, симптомы коронавируса в этот сезон можно спутать с гриппом и ОРВИ. За сутки в ДРКБ поступает до 120 человек, большинство с диагнозом грипп. Во время ОРВИ также характерно возникновение осложнений, таких как бронхит, пневмония, синусит, ну и обострение тех же хронических заболеваний, которые у них имеются. В этот период лучше всего теплее одеваться, употреблять витамин С, чаще проветривать помещение. Но врачи предупреждают, не нужно пытаться самостоятельно определить, чем вы болеете. При любом недомогании лучше сразу обратиться к участковому врачу. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В Сунже благоустраивают общественные территории. Самый молодой город Ингушетии преображается на глазах. Там создают условия для улучшения качества жизни горожан. Работы ведут по федеральной программе благоустройства общественных территорий в рамках нацпроекта «Городская среда». Что уже сделано, узнал Идрис Ижиев. Центральный городской парк памяти и славы построили еще в 1927 году. Он не раз подпадал под реконструкцию. 5 лет назад здесь установили новые скамейки. За время последнего благоустройства тротуар и лавочки пришли в негодность. Поэтому именно эта зона отдыха вошла в федеральную программу благоустройства общественных территорий. Работу разделили на несколько этапов. Пожалуй, самой сложной стала подготовка основания для тротуаров. Во-первых, началось все с того, что снимали прежнее покрытие. Потом все это застилалось грунтом, песком, песчано-цементным составом, раствором. Потом выкладывалась брусчатка. И вы знаете, когда велосипеды, пешеходы проходят по участку, где идут вот эти вот работы, плитка, брусчатка начинает плыть, она начинает коситься. И по-новому приходилось каждый день перекладывать какие-то квадраты. Это было очень сложно. Освещению здесь уделили особое внимание. Так как фонари недостаточно освещали всю парковую зону, было решено заменить их на современные и, что самое главное, прочные светодиодные лампы с естественным освещением. Были установлены шарообразные, торшерные. Я не знаю, то ли сбивали их, то ли трясли эти электроопоры. В общем, половина из них была разбита уже на 23 число. После этого мы приняли решение установить более прочные и, по словам специалистов, более долговечные. Мы с душой отнеслись к этой работе, и на сегодняшний день в полном объеме она завершена. Также в рамках реализации проекта «Городская среда» в городе построили современную футбольную площадку, покрытие 42×20, новые скамейки, система водоснабжения и даже отдельная парковка. Здесь у нас идут по периметру металлическая конструкция, сетка, ну и сами видите искусственное покрытие, а также футбольные ворота. С двух сторон, значит, у нас находятся две металлические калитки.
По периметру, по ограждению самому, по несущей конструкции установлены 6 светильников и отдельно установлены 4 электростолба, электроопоры, на которых тоже крепятся светильники. Эти светильники, они будут загораться автоматически, то есть как только стемнеет, все 4 светильника будут работать, а то, что идет по периметру самого футбольного поля, их нужно будет включать. Подрядчик учел все пожелания жителей. Так, после обращения площадку дополнительно покрыли еще одним слоем удерживающего песка, а также укрепили синтетический газон в несколько слоев. Депутат Народного собрания Республики Магомед Дарсигов, курирующий объекты по проекту «Городская среда», контролировал весь процесс работ. Тут работы проделаны 100%. Я сам собираюсь тут провести первый матч после открытия. Мы были еще в парке, в городе Сунжи, в городском парке. Там тоже проделана работа качественно. Я остался доволен работой подрядчика. В будущем, думаю, она будет еще в других городах, районах проводить такие работы. Несмотря на все сложности, подрядчик закончил работу с опережением графика. Новый парк позволит местным жителям отдохнуть после тяжелого дня, а футбольная площадка станет излюбленным местом любителей футбола. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.